Итак, здравствуйте, дорогие телезрители и подписчики. Вы на канале Клевая Рыбалка. Меня зовут Вячеслав. Сегодня мы находимся в Жиганском районе. И к нам приехал Петр Петрович из города Якутска в командировку. Мы сейчас поедем с ним на рыбалку. Вот летают утки. И сейчас возьмем у него интервью, цель его приезда. В общем, к нам в Жиганск. И он расскажет немножко про свою работу, что он здесь делает. И вот. Так, мы вот сейчас на полигоне отстреливаем ВПО 208. Он попросил пострелять, вот я не мог отказать. Ну и сейчас возьмем небольшое интервью у него по поводу его приезда, что он здесь делает. И потом еще я его свожу на рыбалку, об этом тоже будет сюжет. Вот. Давайте послушаем. Так, Петр Петрович, расскажи нашим подписчикам и телезрителям, с какой целью ты приехал в Жиганск, цель твоего визита к нам. Ну, во-первых, всем привет. Вообще, Якутия настолько красивая республика, что все гости, которые к нам приезжают, они уносят с собой частичку Якутии в своем сердце и становятся немножко якутами. И когда я в Москве встречаю людей, когда узнают, что я из Якутии, все расплываются в улыбке. То есть вот настолько у них в душе все остается, да. Но у нас Якутия не только сама, красивая, но и она еще и очень богата. Богата своими недрами. Идет промышленное развитие сейчас, очень крупномасштабное. При этом наше богатство республики — это наши люди. Люди, которые живут на северных территориях наших. И на самом деле многие не знают, в каких ужасных, не ужасных, а, наверное, экстремальных условиях живут исторически наше население в северных районах. И вот мой проект призван обеспечить, наверное, не обеспечить, а содействовать максимально улучшению качества жизни на севере. Вот понимаете, картошка 240 рублей килограмм на севере стоит, да? При себестоимости 40 рублей в городе Якутске транспортировка занимает 200 рублей. Яблоки 500 рублей, да. Другие овощи, да, и это очень-очень сложно. Я все это видел, будучи, работая в... сохранение экологии. Я не пойму, ты сюда зачем приехал? Что этот фонд, вот в фонде, ты работаешь в фонде, я так понял, да? Вот, и цель твоего визита в Жиганск, это встречи со старшеклассниками, профориентационные, по преимуществам промышленного развития республики, с сохранением экологии. Вот так вот, в принципе, вот теперь вот с этого надо было начинать, да. Ну а так, спасибо за информацию. Ну а в принципе, все-таки тебе ваш фонд, граждане обычные могут обращаться с какими-либо вопросами там или еще что-нибудь? Абсолютно да, абсолютно мы открыты в этом направлении. Внизу как-то контакты или что можно сделать, чтобы... Да, сейчас прямо мы можем дать твой контакт, чтобы наши жители республики, если у них возникнут какие-то вопросы, они обращались напрямую к тебе. И по каким вопросам они могут обратиться в ваш фонд? Консультационные вопросы, то есть куда обращаться. Консультации чего? Консультации, допустим, по поступлению. По поступлению, да? В учебные заведения, горной направленности, да? Также любые другие предложения по улучшению качества жизни на северах. Это любые программы, да, запросы, пожелания. Ясно. Ну хорошо, спасибо Петру Петровичу. Сейчас мы до конца здесь проведем отстрел и уже я вам покажу сюжет с нашей рыбалки. Все, всем спасибо за внимание. И вот так уже битых 2 часа тащим лодку по вот таким вот отмелям, причем грязевым.
зыбучие пески. Все движется. Местами мелко, местами глубоко. Нужно изыскивать глубину, чтобы протащиться. Поэтому вот этим все и усложняется. И вода, как видите, очень мутная. Эта муть поднимается с песков, вот с этих ил, песок, грязь. Все несет с верховьев речки. Вот пытаемся пробиться в верховье. Но это все из-за того, что очень засушливое нынче лето в Якутии. Все реки сильно обмелели. И поэтому вот в одну из таких речек мы решили съездить. Вот теперь вот здесь тащим очень долго уже. Где-то, наверное, полчаса. Сейчас решили попить чайку. Уже вода прозрачная, но очень мелко. Из-за этого приходится лодку тащить то в один край, то в другой конец, ну, чтобы найти более глубокое место, более-менее глубокое. За этими двумя поворотами речка уже должна быть нормальная. Тут еще тащить, наверное, метров 500. Больше-меньше туговади. Кончай беда. Типчик вая. Тон дохас. Онда типчики ба. А, тебе что имеет всё. Подъехали к такому небольшому перекату. Что-то мне кажется, здесь рыбы нету. Речка слишком маленькая, сильно зимой мелеет. Поэтому в таких речках рыбы не бывает. О, есть! Ты смотри-ка, не успел закинуть, а? Егорыч, ну ты даешь! Ну ты даешь, говорю! Не успел забросить сразу. Ругается, что щука попалась. Но она подзасеклась, реально. А мы что-нибудь другое ищем. Оу, тоже что ли? Красавчик, а? Ты смотри-ка. Не успел закинуть. Петр. Петр, давай, давай, у тебя. Это хорошее. Что-то хорошее сидит. Хорошая щука, наверное. Нет, тут щуки, наверное, одни. Хорошая щука. Круто. Небольшая. Для центральной Якутии. Это хороший экземпляр, да? Не встречал. Не ловил, да, таких? Ну вот, отлично, отлично, рад за тебя. С почином тогда. Первый заброс. Ну, первый заброс, первая щука сразу. Как говорил Слава,
Один заброс и сразу должно быть. Да, значит рыба есть. Значит, рыба есть. Можно здесь рыбачить. Да, я вот это, мышь покидал же. Нету линка тут. Ребята щук ловят. Щук половить, что ли, тоже. Но... Ну, вот этот заброс поклевкой неинтересно. Так, блесна от Андрея Маррера. Воблер. Ребята щук таскают только так. Егорыч еще поймал, да? Еще одного поймал, да? Ну, красава, а. Ай, красава. Юрий Егорович. Хоп. Ага, есть. Есть. Свещика. Да это потому что он зацепился немножко не так. Вот это уже хороший. Да. Хороший экземплярчик. Каннибала взял. Щучьего. Я чисто щучих каннибалов ловлю. Видишь, он каннибализмом занимался. А, щуку на щуку? Да, поэтому вот я каннибалов вылавливаю чисто. Смотри, какой толстый. Крючок вообще капитер. Килограмм сколько думаешь? Ну, не знаю, сколько он может быть. Вот, блесна сработала. Андрея Маррера. Правда, лопатка сломалась. Но ничего. Килограмма 4, наверное, есть. Да. Ну, чуть покруглее твоего, по-моему, да? Ну, у меня меньше, наверное. Да. И крючок разогнулся. Так, тогда надо менять. Так, ну вот, Андрюха, смотри. Вот так вот, в принципе, нормально, но разогнула и сломалась лопатка. Я не знаю, где она сломалась. В воде она сломалась, либо ли тут снаружи. Но, в общем, вот твоя блесна сработала. Есть такое дело, сработка. Вот.
О, Егорыч, Егорыч, давай, Егорыч. Егорыч там кого-то выцепил. Вот такой пойдет, да? Пойдет белая рыбка. Так, сейчас заменим, поставим вторую щучку. Там еще есть вторая щука, эту с лопаткой сломанной. Андрюха, наверное, потом переделает. Отправить ему, не отправить, не знаю. Я же уже сам не смогу сделать. Так, это понятно, да? Мы уже проверили. Ну, этот стопудово будет работать. Мне интересно вот этого. Вот это, конечно, вообще коронка будет сейчас. Магнум. Супер магнум. Так. Аж удочка загнулась. Спиннинг загнулся. Давай проверим. О, конкретно колбасер полетел. Егорыч там мелких щурят таскает и таскает. Ага, кто-то хочет клевать. Есть, есть. Вот кто-то взял. По-моему, мелковатый взял. Ага. Но мелкий. Хотя он вухан ходдан ухаваровит, а? Смотри-ка. Интересно. Маневр. Мелкий хватает крупную, более крупную модель. Так, все, здесь порыбачили, обловили. Сейчас щук собираем и уезжаем. Смотрите, тут везде на берегу вот лежат мертвые окушочки, там мелкие всякие. Вся рыба вот пузатая, мелочь. Вот мелкие щуки, крупные щуки. Все прям пузатые такие, круглые. Егорыч даже там поймал щуку. Везде щук ловит. О, бе главное сукар надо кырдык. Свинины не будет. Так, за 15 минут мы тут надергали. Да, крупный, крупный, но. 4, наверное. 10 ребят. Трешка. Где-то 4 есть, ага.
вечером можно будет на костре, я фольгу взял, в фольге можно будет приготовить щук. Bu блесна, кемере блесна, так это где? На экране. Да, вот. Сколько щук за 15 минут. Егор взял. Ну сейчас подъедем к нему. Смотри, какой камень. Когда-нибудь видел такие что-нибудь подобное? Это как пушечные ядра, да? Я такие похожие, ну там, гора там не ходят, как боулинг, короче, шар взял. Ну. Нашел. Ну, очень удивились, взяли с собой, короче. Угу. Хотел к себе увезти. И за 200 метров буквально, блин, 2 колеса, короче, продуло. То есть нельзя такие камни брать? Да, и я сразу понял, что это, ну, как бы, Непростой камень. непростой камень. Ага, и вернулись обратно, положили точно в то же место. Ясно. Тогда не надо ничего брать. Извинились и, ну, и дальше все нормально. Вот так вот. Тебарар турар олдеки мигин анням бараңы. Сейчас будем заезжать в перекатик небольшой. Щука. Отранула. Так, вот и настало утро. Сейчас поедем. Ночью ничего не клевало. В общем, без происшествий ночью. Вот после обеда подъехали к устью речки. Наше путешествие было по речке нелегким. Были пороги были, перекаты были. Вот. Но так как течение было вниз, нам еще повезло. Мы мало тащили, кое-где проскакивали. Но к устью, при подъезде к устью наш мотор, к сожалению, сломался. Вот этот мотор фирмы Микацу Limited Edition сломался. Я сейчас покажу вам, что сломалось в моторе. Мы позвонили, вызвали ребят с поселка. Сейчас скоро с нами приедут. Коллега мой приедет, если у него получится. Ну, должно получиться. И мы поедем. Надеюсь, нас утрелюет. Вот. Во-первых, после того, как мы налетели на мель, ну там был такой порожек был из глины, из песка, вот. Мотор как-то начал шуметь странно, потом я заметил, что вода перестала идти, какой-то странный шум появился в моторе. И потом, когда мы подняли его,
увидели, что там улитка, все болты открутились, то ли их срезала, то ли они сами по себе выкрутились, короче. Отошла улитка, мы уже не стали дальше доламывать, остановились. Тащим лодку. Уже где-то 1,5-2 километра протащили. Осталось до дома всего лишь 40 километров. Ну, по берегу еще больше. Это напрямую 40. Хе-хе. Пока ребята гребут, я тут проверку делаю. Снасти. Был удар только что. А, нет, все нормально. Ага. Улахан сордон тыны вас сорба. О, есть, кто-то поймался. Ага. Есть здоровущий. Или это щука? А, маленькая щучка. Поймала. Там были тугун бар это де. Тугун, ацебын. Успокойся. Ой, ой, ой. Ёлкина. Крутяк мой зацепил. И вот в итоге за нами приехал Владислав Дмитриевич и нас трелюет. Выехали в 6:22. Будем в Жиганске, наверное, глубокой ночью, а может вообще под утро. Скорость очень маленькая. Итак, вот мы съездили на рыбалку, вы посмотрели сюжет. Надеюсь, вам все понравилось. Приезд был наш очень красочный. Чем он тебе запомнился, Петр Петрович? Наш приезд. Да, воспоминания вообще на всю жизнь, наверное, остались, да, в моем сердце. Ну, во-первых, немножко задел ногу. Потом... Расскажи маленько это вот про это, потому что да. Этого не было в сюжете. А, в сюжете не было, да? Не было. Там, ну вот, всю жизнь, как казалось бы, с детства с топором рос. Ну. И казалось бы, ну, я им могу пользоваться. А тут получилось, что в темноте, в полутьме, скажем так, да, начал готовить дрова для костра. И так как рукоятка топора немножко короткая была, короче, чем стандарт, я задел ногу. И слава богу, задел не так глубоко и не задел вену. Это очень опасный момент. И здесь я хотел бы сказать, ну, вот, охотникам, рыболовам, всегда иметь при себе бетадин. Повидон йод по-другому называется, и таблетки Найс. Это противовоспалительные, обезболивающие. Слава богу, Славы Найс был. А у тебя был у меня был бетадин, да. И вот если бы не бетадин и этот Найс, то мне бы сейчас, наверное, с воспаленной ногой хромать и где-то ну, лежать в больнице или как-то так. Ну, потому ясно. что вероятность заражения, ну, топор очень грязный же был, сам видел, да.
во-первых. Потом рана достаточно глубокая, при этом обильно полив бетадином, повязав, сейчас все, вроде воспаления нет. Это Ясно. очень, очень такое. Второй момент, это у нас наше возвращение. Угу. По пути сломался мотор, Угу. мошка напала, да? Ага. Ну, для вас не напала, для меня напала. Да. И да, полдня гребли, Мгм. выходили на более глубокие, Мгм. несли, гребли. Да. Потом, когда уже возвращались, Мгм. поднялся ветер Ага. очень сильный и дождь. Мгм. И в темноте мы шли. И для меня, вот, ну, я больше охотник, и быть на реке во время такого шторма, наверное, да, Мгм. для меня было немножко Страшновато. ну, не страшновато, а волнительно, скажем так. Мгм. Поэтому Ясно. для меня это впечатление, Мгм. очень хороший опыт. Мгм. Хорошо. Ну все, спасибо. Я в заключении скажу. Контакты. Напомню, что Петр Петрович приезжал с рабочим визитом. Его контакты в описании. У кого есть все вопросы, обращайтесь к нему в его фонд. Надеюсь, вам понравился сюжет. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Всем спасибо, всем пока. Счастливо.